И снова здравствуйте, и снова в этой студии, и снова «Утро Якутии». Мы вместе с вами, дорогие наши телезрители, встречаем наступивший день, среда на дворе. Кто-то говорит, среда пришла, неделя прошла, а кто-то говорит, что среда — это маленькая пятница. Мы не знаем, почему, Да. но тем не менее. Вероятно, люди работают Тем не трехдневку, менее. счастливые, возможно, Это товарищи. так. 5 апреля на календаре. Катерина Винокурова, Павел Танин. Приветствуем всех, кто прямо сейчас, в эту минуту, у голубых экранов. Да. О чем мы сегодня будем с вами говорить? С 5 по 7 апреля стартует всероссийская акция «Будь уверен, будь здоров». В дни акции специалисты бесплатно проверят тонометры, что мы, кстати, сделаем сегодня и в нашей студии. Да. В Якутии находится более 1800 объектов культурного наследия, которые необходимо сохранить для следующих поколений. Какие археологические раскопки в Якутске и какой исторический дом восстановят в Покровске, поговорим об этом с нашим гостем. Здоровье – это самое важное, что есть в нашей жизни. Диспансеризация имеет важное значение для профилактики и раннего выявления многих заболеваний. Расскажем, где можно пройти обследование ФГДС на заболевания ЖКТ. И сегодня в Якутске откроется выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия». Подробнее ознакомимся с этой выставкой, узнаем вообще о ее мотивах и что обычные посетители могут из нее почерпнуть для себя. Может быть, даже в каком-то, так скажем, в кругозорном понимании. Ну а начнем по традиции, конечно же, с разговоров о погоде. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила от 5 до 15 градусов мороза. В Заречной группе 8-21, в южных 18-12 градусов. В Вилюйской группе 14-16, в Нижнеленских от 10 до 22 градусов. В западных 11-18, в Колымандигирской группе от 11 до 17 градусов. В Янских от 10 до 13, на северо-западе 20-31. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 10 градусов, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем нам обещают снег, ветер подует западный со скоростью 3,8 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 4, минус 6 градусов. Ну, видимо, все, что за несколько дней намело природой и погодой от этой природы, сегодня будет как-то сметаться, потому что вот в службе спасения Якутии предупредили о высокой степени вероятности чрезвычайных ситуаций и аварийных ситуаций из-за метели, то есть будет очень сильный ветер. Вот так, например, по данным УГМС, ближайшие сутки в Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном районах и окрестностях города Якутска ожидается усиление западного ветра в порывах до 15-17 метров в секунду, в Жиганском, Кобяйском, Анабарском, Булунском районах до 15-20 метров в секунду. Ну и все это может сопровождаться метелями какими-то, поэтому будьте предельно осторожны, особенно это касается тех, кто планирует какие-то дальние поездки по дорогам. Да, ну а тем временем названы необычные имена, которыми якутяне называют детей в прошедшем месяце марте. В Якутии в марте родились 897 детей, из них 466 девочек и 431 мальчик. Как рассказали в региональном управлении ЗАГС, мальчиков в марте чаще называли Арылхан, Кирилл, Тимур, Александр, Дмитрий, Лев, Михаил и Эрсан. Редкими и необычными именами для сыновей в прошлом месяце стали Алмаз, Вениамин, Даниэль, Бюло, Талбон, Эрнст, Аян, Альтаир, Владьяр, Ион и Федот. Для дочерей родители чаще выбирали имена такие, как Алиса, Анна, Кира, София, Аяна, Амелия, Ева, Милана, Мечие. В список редких необычных имен для девочек вошли Чельгиене, Аврелия, Дая, Клара, Харчана и Эрелчене. Ну, я думаю, что имена в дальнейшей жизни у этих детей будут очень запоминающимися. И, какой-то, наверное, плюс это, конечно же, в жизни даст. Ну, а прямо сейчас вместе с вами узнаем, какими событиями сегодняшний день знаменателен. На очереди рубрика «Даты и события». 5 апреля – Международный день нравственности. Кроме того, сегодня Международный день супа
и день посадки деревьев в Южной Корее. По народному календарю в этот день зазывали птиц, защитников от вредителей. Пернатых приманивали крошками, зернышками и льняным семенем. 5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Рогевина открыла остров Пасхи. Он является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 километра, до острова Питкэрн, ближайшего населенного места, более 1800 километров. 5 апреля 1874 года в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса сына. В 1955 году в этот день Уинстон Черчилль завершил свою политическую карьеру. Премьер-министром Великобритании его назначили с началом Второй мировой войны. 5 апреля 1991 года – день рождения авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи». Фигуры в воздухе они выполняют на истребителях Су-27 и Су-30. 5 апреля 1588 года родился Томас Гоббс, английский философ-материалист. В 1916 году в этот день родился Грегори Пек, американский киноактер, лауреат премии «Оскар». 5 апреля 1976 года появилась на свет Наталья Рогозина, российская спортсменка-боксер, чемпионка мира по боксу. Именины в этот день празднуют Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея и Сергей. А в этом году, в преддверии Всемирного дня здоровья с 5 по 7 апреля, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят всероссийскую акцию «Будь уверен, будь здоров». Вне акции специалисты на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения проверки работоспособности бытовых тонометров артериального давления. Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. И сейчас мы тоже практические советы по устранению неисправности, возможно, получим. У нас в гостях директор Государственного регионального центра стандартизации метрологии и испытаний в Республике Саха-Якутия Дмитрий Наговицын. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Вот, не с пустыми руками вы пришли. Может показаться, что мы сейчас находимся в кабинете терапевта, потому что вот такая штука, она есть у всех врачей. Ну и дома, как правило, тоже у многих уже сегодня присутствует. Ну, может быть, в электронном виде. Тем не менее, тонометр — вещь, особенно для метеозависимых, незаменимая. И вообще в каждой семье он должен быть, да? Как говорят специалисты, да? Почему так важно устранять неисправности его? Ну, тут не только про неисправности. Вообще акция проводится уже 5-й год, и с каждым годом интерес к этому проявляется больше. Цель акции для того, чтобы у населения было понимание важности именно правильного измерения. Правильное измерение — это что? Это правильный, точный прибор. Любая аппаратура имеет свойство выйти из строя, врать. То есть это важно для, допустим, в части тонометров, если человек неправильно измерил, допустим, давление и предпринял какие-то неправильные попытки, ну, это может привести к очень плачевным ситуациям. Ну, с каждым годом, ну, понятное дело, основные пользователи этого средства измерений — это люди преклонного возраста, ну и те, которые имеют проблемы с давлением. На что я хотел бы обратить внимание вот для населения. Прежде чем пользоваться таким прибором, важно бегло проверить вот эти средства измерений. Из года в год, когда проводится проверка этих тонометров у населения, ну, где-то процент брака выявления 10%. Большой достаточно. То есть каждый 10-й тонометр может очень серьезно врать. Хотел бы обратить внимание, чтобы люди обращали на техническое состояние особое внимание в части, допустим, если это стрелочный тонометр, то важно, можно немножко потрясти даже вот, и чтобы стрелка не болталась внутри циферблата. Вот это у нас стрелочный как раз. Да. Надо, конечно, еще посмотреть, чтобы стрелка была на нуле. Ровно. Да, очень часто, ну, вот наши специалисты замечают, даже профессиональные врачи иногда пользуются такими тонометрами, которые Выходит за ноль. Да, то есть там уже определенно сразу будет видно, то, что прибор врет. Поэтому посмотреть на расположение стрелки, опять же, во время пользования посмотреть, когда стрелка опускается, идет процесс измерения, чтобы стрелка не дергалась, не заедала. Также обратить внимание на герметичность всей этой установки, то есть во время работы прослушать, нет ли там каких-то шипений, либо
быстрое стравливание воздуха. Но это основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну и, конечно же, сам прибор, будь то это электронный, либо механический, может показать неверные показания. Ну, Для вот, этого... допустим, мы сейчас, у нас механический, да, вот перед нами лежит, но вот если говорить про электронный, с механическим, допустим, со стрелочником, понятно, главное, чтобы, ну, не главное, один из вариантов, люфт стрелки, да, что она может дергаться, а вот с электронным, допустим, как, на что можно обратить внимание? Ну, Необходимо. С электронным, конечно, на герметичность в первую очередь, а остальное это уже метрологические характеристики, которые вот во время акции мы выясняем, прибор врет или не врет. Ну, это не называется поверка, это проверка, так скажем. Ну, сколько вот за время акции приборов, которые вышли из строя, да, вот по проверкам? Так, ну цифры там из года в год варьируются, разброс большой, в какой-то год много людей приходит, в какой-то год меньше. Ну, там 500 манометров, допустим, может быть неисправный. Но это очень большой показатель. Если во время акции, ну, благодаря акции, если даже спасется хоть одна жизнь, эта акция проходит не зря. Конечно. А вообще много ли людей на эту акцию приходят, пользуются этой возможностью проверить свои приборы? Да, очень много. То есть наши коридоры обычно полные. Но Ага. Дмитрий, по каким адресам проходят проверки? в городе Якутске это Кирова 26. Также у нас есть филиалы в крупных городах нашей республики. Это Нерюнгри, Мирный, Ленск. Там в Ленске, допустим, Портовская 26. В городе Мирном Солдатово 14. И в городе Нерюнгри Ленина 7. То есть по этим адресам можно вот в эти дни с 5 по 7, то есть начиная с сегодняшнего дня, прийти со своим тонометром. Даже, в принципе, если нет каких-то подозрений, лучше лишний раз прийти, провериться, удостовериться. Да, это очень важно, потому что, ну, понятное дело, если просто весы бытовые, там взвесился, ну, килограмм больше-меньше, это как бы... А если вопрос касается здоровья и безопасности, на это нужно обращать более пристальное внимание. Ну, а как часто вообще необходимо измерять давление, да, человеку среднестатистического? Вообще, ну, метрология, наше предприятие Проверять. трудится для чего? Чтобы грамотные специалисты понимают не то, как только измерять, а еще чем измерять. И чтобы этот прибор был правильно точен, его, как правило, проводится контроль метрологических характеристик, там, юстировка, настройка, ну и поверка своевременная. То есть грамотные специалисты это понимают, те, которые трудятся в разных сферах, а вот в бытовом значении люди мало придают этому значению, поэтому все-таки нужно более ответственно подходить вообще к измерению. Будем надеяться, что ответственность будет увеличиваться у людей. Ну и тем более вы говорите, что и так много людей уже приходят, будет их еще больше. Дмитрий, спасибо, что пришли в эту студию. Спасибо. Полезной информацией поделились с нами. Прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой продолжим. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Промышленные компании вывезут более 300 тонн металлолома из 2 арктических районов Якутии. Так, собранные в сентябре прошлого года волонтерами общественного проекта «Чистая Арктика» на территории Устьянского и Алайховского районов более 310 тонн металлолома до середины апреля вывезут промышленные предприятия Ян Олово и Ян Золото. Отходы привезут в пункт приема в Якутске. Отметим, обе компании ведут большую работу в части развития региона. Теперь к своим ключевым задачам они добавили и корпоративное волонтерство. Мобильные доктора помогли почти 11 тысячам жителей Якутской Арктики. Врачи приняли в общей сложности 10 840 человек, из которых 1700 представителей коренных малочисленных народов Севера, а более 3500 дети. Всего мобильные бригады охватили жителей 68 населенных пунктов 9 арктических районов Якутии. С февраля вместе с мобильными докторами в центральные районные больницы Абыйского, Момского, Верхоянского, Алайховского и Авено-Бытантайского районов направили 230 килограммов лекарств для льготных категорий граждан, тем самым закрыв квартальную потребность.
В Якутии отремонтируют 25 зданий среднеспециальных учебных заведений до 2028 года. Капитальный ремонт будет проведен в рамках 5-летней республиканской программы. Согласно документу, ежегодно обновят по 5 образовательных организаций. В этом году работа запланирована в Якутском педколледже, а также в Алданском медколледже. Планируют обновить фасад зданий, кровлю. Помимо этого проведут демонтаж санузлов, заменят полы. Кроме этого, в рамках капремонта среднеспециальные заведения оснастят современными средствами обучения. По материально-технической базе в наших профессиональных образовательных организациях более 400 объектов. Но годы постройки середины 2020 года есть, деревянные объекты есть. И, соответственно, износ мы оцениваем как где-то 50%. И есть даже аварийные объекты, поэтому программа капитального ремонта, инициированная главой республики, поддержанная правительством, надеемся, очень поможет нам переменить ситуацию в обеспечении в материально-техническом плане. А в селе Барагонцы противопожарная служба провела учение на центральной котельной. Это 3-е учение из 7 запланированных. Личный состав отряда номер 4 работал слаженно. 2 сотрудника одели теплоотражающие костюмы. Работали с новыми технологиями по устранению очага. В апреле планируют провести еще одни учения. Руководство в целом положительно оценило результаты, ведь пожарные доводят до автоматизма каждое действие. В центральной котельной нефтяной емкости по плану учения мы с подачей пены сегодня обучали личный состав именно по работе с пенообразователем и с теплоотражательными костюмами. Все, что было запланировано, у нас по плану все сделали. Необычные гости прибыли в Якутск. 2 десятка оленей привезли из села Нелькан Хабаровского края, чтобы начать инновационный проект по развитию оленеводства. Заниматься животными будет Раиса Ильинова, внучка известного в Якутии оленевода. Девушка реализует стартап по популяризации оленеводческой профессии и возрождает дело своего деда с внедрением современных технологий. Внучка именно потомственного оленевода Ильинова Полана Константиновича. Он работал 65 лет именно в оленеводстве и сильно переживал спад в Ашканском районе. Раньше, когда дедушка работал, в то время было 20 тысяч голов, а в данное время 200. А мы продолжим говорить о Якутской церкви, ставшей сокровищем России. Спасо-Зашиверская церковь – это уникальный памятник деревянного зодчества 17 века, представляющий собой разновидность северорусского храма. Первоначально Спасская церковь со звонницей была построена в 1700 году в Зашиверске, находившемся в бассейне реки Индигирка. Однако в конце 19 века город исчез с карты земли. Трагическую судьбу затерянного города перелистала Ирина Григорьева. Примерно на 870 километров от своего устья река Индигирка в Момском районе делают крутую излучину и образуют на правом берегу большой низменный полуостров. Здесь раньше у самой воды стоял город Зашиверск. Постройки города, дома, амбары, склад, причалы, крепость, церковь и колокольня были живописно разбросаны на берегу реки. Крепости и остроги, которые ставили на своем пути русские, осваивая Сибирь, превращались потом в города. Зашиверск был основан в 1639 году отрядом енисейского казака Постника Иванова, который решил обустроить здесь зимовье. Быстрое развитие города дало выгодное географическое положение. Там вниз по реке сплавляли северный товар, пушнину. Здесь шла оживленная торговля. Этот город имел статус уездного города, через этот город проходил государственный тракт. Новая река Индигирка понравилась первопроходцам. В своих распросных речах Постник Иванов говорил: «А Юкагирская, где государь землица людна, и Индигерская река рыбна. Будет, где государь впредь на Индигерской реке, в Юкагирской землице 100 человек служивых людей, и тем, где людям мощно сытым быть рыбою и зверем без хлеба. И в Юкагирской, где государь землицы, соболей много». Место расположения города Зашиверска, оно очень удачное с точки зрения географического изучения этого края, в том числе и экономическое, потому что именно
Оттуда, вот как опорная база, опорная точка, оттуда можно было в течение какого-то времени можно было добраться и собственно, до города Верхоянска. Взаимодействие с местным населением по-прежнему составляло важнейшую сторону жизни Зашиверска. В XVIII-XIX веках это был не только сбор налога языка, но и ежегодные ярмарки. Период одной из ярмарок, ярмарки были шумные у них, привезли сундук с драгоценностями. И как раз они, когда открыли, собственно, появилась первая вспышка оспы и кори. В середине 20-х годов 19-го столетия эпидемия черной оспы в одночасье погубила все его население. С той поры в Зашиверске никто не поселялся. Только через 200 лет церковь была случайно обнаружена. Исследование, проведенное в 1969 и 1971 годах под руководством академика Алексея Окладникова, учитывая труднейшие природные условия, отдаленность объекта от населенных пунктов, представляется подлинным научным подвигом. Спасо-Зашиверская церковь – это уникальный памятник архитектуры, построенным древними русскими мастерами без единого гвоздя. Эта церковь сейчас находится в Новосибирске. Ее перевезли, а копия находится в Якутии, в Усалданском районе, в селе Сотинцы. Трагедия города Зашиверска способствовала сохранению церкви почти в первоначальном виде. Первое, что бросается в глаза при беглом взгляде на Зашиверскую церковь, это полное сходство ее архитектуры с архитектурой древних деревянных церквей русского и европейского севера. В 70-е годы у ученых возникла идея на территории Академгородка создать музей по типу Скансен, когда памятники архитектуры невозможно сохранить на месте их существования, и их переводят на другие места с целью изучения и сохранения. Зашиверская церковь сохранилась довольно хорошо, хотя несколько веков без надзора, ремонта и ухода не прошли для нее бесследно. Церковь хорошо изучена и исследована, но до сих пор для ученых существуют белые пятна в истории. В ее книгохранилище были найдены очень интересные книги, которые были перечислены теми, кто их вывозил. Это были карты Студенного моря на Александрийской бумаге, описание английских кораблей, судов, которые плавали, таблицы логарифмов и синусов и уставы морского пути. Что это говорит этот ученый? Это говорит о том, что уровень культуры Зашиверски был высок. Прекрасная, чистая, незамутненным и чуждым влиянием архитектура Зашиверской церкви – это олицетворение эстетических идеалов древнерусского зодчества. Скромные средствами из дерева и щепы строители творили этот Зашиверский храм как свое собственное произведение искусства. Тоскуя по своей родине, они построили этот храм. Память о себе и о своих славных подвигах. Фактически, можно считать памятником культурного наследия, а вообще в целом по республике не более, чуть-чуть перепутал, около 2000-1800, плюс-минус, если могу ошибиться, вообще объектов культурного наследия, которые необходимо сохранить. Обязательно, потому что это история, которую мы должны донести до следующих поколений и так далее, и так далее. И вот об охране подобных памятников мы поговорим с нашим гостем. Николай Макаров у нас в студии, руководитель департамента по охране объектов культурного наследия Якутии. Николай, доброе утро. Доброе утро. Уже 5 лет, в прошлом году отметил департамент со дня своего образования. За этот период огромная работа была проделана. Вообще, как складывалась работа, особенно в сложное пандемийное время, потому что это же все равно какие-то выезды, постоянные посещения. Вы не ошиблись. На самом деле памятник у нас гораздо больше, чем 2000. Просто мы взяли на учет под охрану 1874. А могли бы гораздо больше, и что и делаем. То есть мы увеличиваем список наших охраняемых памятников. Департамент охраны культурного наследия был создан в 2016 году. С тех
пор, ну, до этого, считается, с 1953-го Министерство культуры, как был создан, работа ведется по государственному учету памятников истории и культуры. И орган был создан в 2016-м, который профессионально занимается этой деятельностью. Пандемийный год, я бы сказал, был сложным, но если посмотреть динамику, то наоборот шло увеличение восстанавливаемых памятников, оформление, взятие под охрану и так далее. То есть, если посмотреть с этого времени настоящего, мы эти года не потеряли. Мы в то время проводили вместе с вами телемарафон по восстановлению памятника башни Манчары в селе Майами Хангаласского улуса, восстанавливали восьмигранную якутскую юрту силами налоговой службы нашей республики и так далее. Мы сейчас с радостью отмечаем, что больше 40, около 50 памятников были восстановлены за все эти 4-5 лет. Это хорошие новости. Да. Но нам известно, что в мае месяце начнется, да, самая масштабная в истории столицы работа археологов на месте центральной городской бани нашей столицы. Да, сколько квадратных метров она займет и насколько это важно для истории. Какой интерес, да, по действующему законодательству, если подрядчик, заказчик планирует провести работу на земельном участке, то есть это сваи, котлованы и так далее, любые виды работы, то он должен пройти так называемую историко-культурную экспертизу. И подрядчик проводил эту работу, и археологи там выяснили очень большой культурный слой. Культурный слой — это тот слой, где хранятся артефакты археологии, если простыми словами. И они предложили перенести дату начала строительства для того, чтобы провести раскопки на этом самом месте. А земля это издавна считается одним из исторических, поскольку совсем недалеко от этого места, примерно где-то в районе Вечного огня и ближе к 202-203 микрорайону располагался острог. И, соответственно, это был давно, я уже давно знаю, что это был лакомый кусочек для проведения археологических раскопок. И вот предоставилась прекрасная возможность. Мы предполагаем начать в середине до конца мая работы, но, как говорится, к этому предшествуют очень большие подготовительные работы. Это паводки работа, это и проведение таких работ по получению разрешений определенных. То есть археологи, эксперты в лице Соловьевой Елены Николаевны и Дьяконова Виктора Михайловича этим занимаются. И если все будет в порядке, мы начнем работу. Будут привлечены много экспертов, много археологов, волонтеров. И мы в настоящее время планируем постараться это сделать наиболее интересным для жителей нашей республики. Потому что первый раз такой опыт у нас появляется, хотя до этого были опыты относительно небольшие по сравнению, конечно же, с этим объемом. Да. Каким образом будет интересно для жителей? Мы, если это согласуем с экспертами-археологами, будем проводить, возможно, лекции. Конечно же, доступ к журналистам, блогерам. Будем рассказывать о наиболее ценных находках, которых, я надеюсь, даже уверен, что будет много. Здорово. А есть, интересно, может быть, какое-то такое уже предвкушение, вот что бы хотелось там обнаружить? Вот как-то так? Конечно же, я сам по образованию историк, и хотел бы там обнаружить артефакты, связанными с первыми поселенцами города Якутска, жителями города Якутска. Я уверен, что мы найдем много интересного. Ну а вот уже в этом месяце, чуть-чуть поближе, да, если мы говорили про май, ориентировочно май, то уже в этом месяце в Покровске планируют начать реставрацию, работы по восстановлению дома-музея Серго Орджоникидзе. Это дом вообще один из немногих объектов, из 8 даже, по пальцам пересчитать, объектов именно федерального значения. Федеральный статус носит, и, соответственно, заявка на реставрацию была одобрена именно с федерального бюджета. Как будут проходить работы, сколько средств на реставрацию Хангаласский район получит в этом году? К каждому дому, который должны мы восстановить, мы подходим индивидуально. То есть каждый памятник требует
индивидуального подхода. И то же самое мы делали с Судовым музеем Серго Орджоникидзе. И ряд лет мы готовили проектно-сметную документацию и подавали заявку в Министерство культуры Российской Федерации. С первого раза, конечно же, не получилось. Но мы бесконечно встречались, разговаривали, просили даже, чтобы нам утвердили заявки. И в конце концов, в конце прошлого года нам его утвердили в сумме 36 миллионов. Это было полное восстановление дома-музея Серго Орджоникидзе. Как вы понимаете, восстановление старого дома гораздо сложнее и дороже, чем строительство нового. Вот это нужно понять. И технологии требуют это проведение дополнительных экспертиз, авторского надзора, технадзора, подъема дома, водоотвода и так далее, и так далее. И, соответственно, администрация Хангаласского улуса в свое время, года 3 назад, утвердил смету на проектно-сметную документацию. То есть это был их заказ, а средства федеральные. Конечно же, весь контроль по реставрации будет проведен со стороны Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, а Департамент охраны культурного наследия берет на себя надзор за памятником, объектом культурного наследия, чтобы все требования к реставрационным работам были соблюдены. Сроки стоят в следующем году, завершение в следующем году. Но на вопрос Минкультуры, а сможете ли вы закончить в этом году, до конца года, мы сказали утвердительно. То есть мы планируем его завершить в текущем году. То есть в этом году начать, в этом же Да, а могли бы в следующем. То есть мы взяли на себя обязательство провести огромные работы. Я уверен, что мы успеем. Ну и для посетителей дом откроется тогда уже? Кроме реставрационных работ, там еще и дополнительно будут проведены работы по приспособлению. То есть это будет действующий музей, соответственно, там определенные требования. То есть это и пожарная безопасность, вообще безопасность, связанная с деятельностью музея в деревянном здании, и это будет дополнительная работа. Все мы планируем с администрацией Хангаласского улуса завершить до конца текущего года. Это задача максимум. Максимум. Да. Ну, я надеюсь, все получится. Николай, спасибо большое, что пришли за эту интересную такую беседу. Будем надеяться, что все вот проекты, потому что есть еще проекты и в городе Якутске, которые хочется реставрировать. Надеюсь, все получится рано или поздно, и у нас вот эти все объекты сохранятся, и мы сможем следующим поколениям их передать, показать, но рассказать истории о них и рассказать историю о нашем городе, нашей республике. Ну а мы переходим уже к другой теме. Трехчасовая гонка на выносливость прошла в Сочи в рамках первого этапа российской серии кольцевых гонок. На старт вышли 22 экипажа. В мероприятии приняли участие победители и призеры международных гонок, в том числе экс-пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин. Гонщики пилотировали российский спорт-прототип BR-03. Виталий Петров передал руль Сергею Сироткину через час после старта, совсем немного уступая лидеру заезда. Однако вскоре после этого российский спорт-прототип под номером 11 выбыл из гонок из-за проблем с подвеской. Самым быстрым автомобилем в гонке стал Mercedes AMG GT3 команды Capital Racing Team, за рулем которого ехали Егор Оруджев и Денис Ременяка. Вторым финишировал экипаж номер 51 Александр Вартатнян, Станислав Аксенов, Михаил Белов. Ну а продолжим мы говорить о здоровье далее. Это самое важное, мы знаем это в нашей жизни. Диспансеризация имеет важное значение для профилактики и раннего выявления многих заболеваний. Подробнее далее. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой доктор» мы поговорим о ЭГДС. Это осмотр пищевода, желудка и 12-перстной кишки с помощью видеоэндоскопа. Как это проходит? Сначала я разговариваю с пациентом, выясняю жалобы, историю заболевания и узнаю о наличии или отсутствии хронических заболеваний. Если нет противопоказаний после орошения горла местным анестетиком, пациент укладывается на левый бок, и затем врач вводит эндоскоп в пищевод, желудок и начальные отделы тонкой кишки. Зачем нужно проходить ЭГДС? ЭГДС необходим в тех случаях, когда беспокоит боль и тяжесть после еды и натощак, отрыжка, изжога, если беспокоит анемия, черный стул,
Если у пациента предстоит оперативное вмешательство, то ему также назначается эзофагогастродуоденоскопия. Если пациенту исполнилось 45 лет, ему также необходимо пройти это исследование для выявления раннего рака желудка или пищевода. Как легко пройти эту процедуру? Специальной подготовки для этого не требуется. Однако рекомендуется легкий ужин до 18 часов. В день исследования подойти в исследование натощак. В случае, если у пациента выраженный рвотный рефлекс или боязнь процедуры, то рекомендуется пройти это исследование под наркозом. Колоноскопия – это осмотр изнутри толстого кишечника и начальных отделов тонкой кишки. Для чего необходима колоноскопия? Колоноскопия необходима для диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний толстого кишечника. Для скрининга, то есть выявления на начальных стадиях опухолевых изменений толстой кишки, даже если нет никаких симптомов, а также для удаления доброкачественных образований толстого кишечника. Как легко пройти колоноскопию? Для того, чтобы пройти колоноскопию очень хорошо, необходимо тщательно подготовиться. Самое главное – это соблюдение диеты в течение 3-5 дней. Если пациент страдает хроническими запорами, рекомендуется принимать слабительные препараты, возможно, немножко больше, чем обычно, но не нарушая инструкции препарата. Накануне колоноскопии необходимо провести очищение кишечника специальными растворами. Для пациентов, желающих полностью исключить неприятные ощущения во время колоноскопии, рекомендуется проведение этого исследования под наркозом. Тем временем в Нюрбе завершился 12-й республиканский театральный фестиваль «Сата». Первый театральный фестиваль был проведен еще в 1993 году. За 30 лет мероприятие провели 12 раз. Подробности фестиваля в следующем материале. Фестиваль прошел в стенах Нюрбинского театра с 29 марта по 2 апреля. В течение 5 дней экспертное жюри оценивало постановки театров Якутии. В состав жюри вошли известные театральные критики России Глеб Ситковский, Жанна Зарецкая, Оксана Кушляева, а также театровед Надежда Осипова и режиссер Сергей Потапов. Этот фестиваль я слышал о нем уже давно довольно. И, в общем, конечно, мне кажется настоящим чудом, что вообще в маленьком городке за 3-9 земель от столицы уже 30 лет существует фестиваль такого масштаба. По итогам 12-го республиканского театрального фестиваля «Сата-2023» определены победители по 11 номинациям. Из них, например, лучший детский спектакль «Навстречу солнышку» от Нюрнбергского театра кукол. Лучшая работа режиссера досталась Маргарите Васильевой за спектакль «Гроза» Нюрнбергский театр. И я действительно открыла для себя Маргариту Васильеву. Я не знала о существовании такого режиссера. И я увидела здесь совершенно замечательный спектакль, который, что тоже очень символично, едва здание открылось, как режиссер придумала спектакль, который знакомит зрителей сразу со всеми пространствами этого театра. Кроме этого, были присуждены 6 спецпремий и спецприз жюри. В итоге гран-при фестиваля присуждено спектаклю театра коренных малочисленных народов в Чаще по постановке Сергея Потапова. Поставил спектакль. Это моя первая премьера в этом году, можно сказать, в театре КМНС. По произведению Ринаско Кутагавы, от японского классика, в Чаще рассказ. И этот спектакль получил гран-при от фестиваля «Сата». Я очень рад. Волнение какое-то было. Но я думаю, что ребята, которые все работали в этом спектакле, они достойны этого приза. Спасибо. Юбилейный театральный фестиваль «Сата-2023» торжественно завершен. Гюнай Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, НВК «Саха», Нюрба. А сегодня в Якутске откроется выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия». Подробнее об этом мы сегодня говорим с нашими гостями прекрасными. Это Татьяна Бараноева, директор Национального музея Республики Бурятия, города Улан-Удэ, и Влада Тимофеева, генеральный директор Национального художественного музея Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Анатольевна, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, вообще о концепции, уникальной концепции вот этой выставки «Атлас тибетской медицины».
Ну, если очень коротко, да, вот тот уникальный памятник, ну, не побоюсь этого слова, это сокровище, можно сказать, мировой культуры, он хранится в нашем музее, и это наша гордость, и это жемчужина нашей коллекции. И, собственно говоря, это художество, это как бы иллюстрации к знаменитому трактату четверокнижия Чучжи и комментарий к нему Вайдурья Анбо, медицинские трактаты 17 века. То есть это иллюстрации, да. И вот представьте, это мы привезли 40 таблиц, а вообще их 76 таблиц, которые хранятся у нас в музее, да, и более 10 тысяч рисунков. Вот, то есть это вот, ну, так сказать, если простым языком, это вот как бы идет иллюстрация текста. И, наверное, более подробного иллюстрирования, ну, наверное, ну, очень уникальный такой пример подробного иллюстрирования именно медицинского текста. А как вообще этот экспонат, ну, если говорить про количественно, да, экспонаты, можно сказать, оказались в фонде музея? Как оказалось? Как оказались? Ну, во-первых, мы тогда можем обратиться к истории, да, это были в самом конце XIX века по инициативе великого Ламы Аквандаржиева, который был советником Далай-ламы XIII. Вот представляете, в какое время мы, да, углубляемся. И в Бурятии развивалась медицинская школа, буддистская медицинская школа. И для того, чтобы подкрепить развитие этих школ, тогда была договоренность, я думаю, что были определенные финансовые, современным языком говоря, затраты, да, для того, чтобы заказали с оригинала, который хранился в Тибете, вот переписали этот атлас вручную в течение нескольких лет на льняном полотне, минеральными красками. И вот привезли, тайным образом тоже, привезли в Бурятию. Это, вот, представляете, это конец XIX века. Ну, в общем, сложно. Да. Влада Владиславовна, ну чем удивит выставка якутян, да, и будет ли она дополнена, да, экспозициями? Я хочу сказать, что 7 апреля все отмечают Международный день здоровья. Но и этот трактат, конечно, связан со здоровьем человека. Там можно рассмотреть различные лекарственные травы, которые в Тибете, да, применялись. В восточной медицине применяется иглоукалывание, вот эти схемы, да, точек сакральные и так далее. Очень интересный атлас. И он дополнен современными технологиями, мультимедиа-гидом. То есть любой посетитель, придя на выставку, имея смартфон, сможет навести на этикетку с кодом, и перед ним откроется подробная экскурсия. Платформа «Артефакт». Да. На самом деле это мультимедиа-гид подготовлен по национальному проекту «Культура». Это федеральный крупный национальный проект, и Музей Бурятии участвует в этом проекте. И таким образом на платформе «Артефакт», значит, наш посетитель сможет улучшить свои знания в области восточной медицины. Просто прослушать экскурсию. Будет полезно. Ну, нравится вот это сплетение всегда, когда вроде историческое что-то и современные технологии, и, ну, это всегда классно. А будет ли, может быть, экспозиция дополнена чем-то из фондов Национального художественного музея Республики? Да, конечно, мы всегда, когда к нам приезжают крупные выставки, стараемся дополнить из фондов музея, потому что наш музей обладает богатейшим собранием. В том числе у нас есть и собрание искусства Востока. И поэтому мы дополнили несколькими монгольско-бурятскими танками. Это как иконопись буддийская, выполненная минеральными красками. На самом деле это уникальные объекты, сакральные. Потом дополнили прекрасными ювелирными традиционными украшениями бурят. Буряты славятся своими ювелирными традиционными украшениями. Это очень красивые, массивные
такие уборы, украшенные кораллами, выполненные в драгоценных материалах. И, конечно, пластика бронзовая, деревянная пластика, связанная с буддизмом. Татьяна Анатольевна, ну как вообще пришла идея, да, вот самой передвижной выставки по регионам России, и вот каким образом она оказалась сегодня в Якутии, да, в нашей? Ну, я хочу поблагодарить наше Министерство культуры вообще за поддержку, потому что мы как бы давно мечтали как бы делать это, и вот благодаря поддержке Министерства культуры мы все-таки, ну, пандемия, наверное, нам помогла, да, в общем, мы переформатировались и сделали. И самое главное, как с Якутией, да, хочу сказать, что в 2021 году мы подписали соглашение прямо на да, на улицах Дальнего Востока мы подписали соглашение с Национальным художественным музеем. И, конечно, подписывая соглашение, мы, естественно, сразу же начали строить планы с Ладой Владиславовной. И вот это такая вот первая наша ласточка. Я думаю, теперь следующий шаг это будет приезд уже Якутского музея к нам в Бурятию. Ну и так далее. Я думаю, что только все впереди. Вот говоря, кстати, про приезд нашего музея в Бурятию, может быть, есть уже какие-то планы более конкретные, чем удивить? Да, есть очень конкретные планы, но это будет не выставка. Мы приезжаем с научной конференцией, называется она «Потаповские чтения», и посвящена первому якутскому искусствоведу Иннокентию Афанасьевичу Потапову. Почему мы эту конференцию проводим в Улан-Удэ? Потому что в это время будет проходить региональная выставка «Дальний Восток», которая объединит весь федеральный округ, и будут представлены все регионы Дальнего Востока. И уже на протяжении многих лет на каждой зональной выставке, это будет уже 5-я зональная выставка, наш музей проводит конференцию регионального значения, посвященную искусствоведению Дальнего Востока, конечно, вопросам музеев Дальнего Востока. Поэтому встреча в Улан-Удэ этим летом, точнее в сентябре, состоится, но мы, конечно, планируем и выставочные обменные проекты. Это очень важно всегда, чтобы музей двигался, чтобы искусство Якутии узнавали, выезжать в регионы, показывать искусство наших замечательных художников. Ну и завершая нашу беседу, наверное, да, сегодня выставка «Атлас тибетской медицины» открывается, в 16:00 открытие, если не ошибаюсь. Как долго будет выставка работать для посетителей музея? Чтобы успеть, да, приехать, возможно, из отдаленных районов. Да, до 14 мая выставка будет представлена по адресу Кирова, 9. На первом этаже это большая экспозиция, охватывает 40 листов атласа, ну и дополненная еще экспонатами из коллекции Востока. Приходите, пожалуйста. Почти 1,5 месяца есть, чтобы действительно посетить. Не каждый день есть возможность увидеть, в принципе, такие артефакты. Фактически, я не ошибусь, если назову их артефактами. Спасибо вам большое. Желаем большое количество посетителей. Самое главное, чтобы были всегда отзывы приятные и находили они отклик у И дальнейшего, да, сотрудничества между нашими республиками. Спасибо. Спасибо вам. Ну а далее мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы. Не переключайтесь. Якутия, доброе утро. Сейчас предлагаем блок новостей. Рособорнадзор не планирует кардинальных изменений в ЕГЭ на следующий год. Проекты, корректирующие отдельные положения порядка проведения экзамена, уже подготовлены. Как пояснили в Рособорнадзоре, в частности, разработан проект, предусматривающий возможность подачи заявления на участие в ЕГЭ в дистанционной форме, а также участие выпускников прошлых лет только в резервные сроки основного периода. Кроме того, размещен документ, который позволит военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, поступающим в военные вузы, подавать заявление об участии в ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля следующего года. В Якутске ожидается участие до 3000 человек из 30 стран мира. Ход подготовки к проведению игр рассмотрел глава Якутии Айсан Николаев. Главе доложили об уровне подготовки по отдельным направлениям: реконструкция и ремонт объектов, благоустройство, размещение, логистика и питание участников, культурная программа, подготовка сборных команд республики.
В 77-м квартале столицы построят многофункциональный спортивный зал. А всего для проведения соревнований планируют подготовить 16 спортивных объектов. Из них на 9 проведут ремонт. Все работы должны завершить в текущем году. Доктору технических наук, профессору, первому президенту Академии наук Якутии Василию Филиппову накануне исполнилось бы 72 года. В Горном районе началась декада, посвященная прославленному земляку. Она началась с открытия памятной доски и экскурсии в Улусной гимназии Бердигистяха. Ранее учреждению присвоили имя Василия Филиппова. В центре духовности состоялось торжественное мероприятие. Родные и близкие, коллеги, соратники вспоминали о вкладе Василия Васильевича в развитие республики. А в течение недели проведут целый ряд других мероприятий. Первая многопрофильная олимпиада именем Василия Васильевича Филиппова в рамках 26-й олимпиады сети президентских школ, где по заявке примут где-то около 180 детей из всех улусов гимназий нашей республики. Хотелось бы выделить ежегодные филипповские чтения, тоже первые научно-практические конференции при поддержке Министерства образования и науки она будет проходить. Республиканская открытая, да, положения уже разосланы по республике. Вторые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Королева торжественно закрыли в Якутске. Напомню, мероприятие посвятили 60-летию полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, столетию гражданской авиации в России и 105-летию со дня рождения Валерия Кузьмина, первого летчика из народа Саха. В чтениях приняли участие более 1000 школьников и студентов, из которых более 220 выступили перед экспертами в очном формате. На протяжении нескольких дней провели 8 секций по таким темам, как космонавтика и культура, основы дистанционного зондирования Земли, история авиации и ракетно-космической техники, а также тематические выставки. Ребята получат, помимо того, что не просто дипломы, а дипломы, подписанные самим космонавтом Олегом Германовичем Артемьевым, который на протяжении 3 дней принял участие активное в городе Якутске в рамках чтения. И летом, в июне, мы планируем организацию летней профориентационной школы «Арктика и космос», где дети, увлеченные космосом со своими проектами, дальше будут у нас участвовать. Бесплатную зарядку и мастер-класс подготовят для жителей Якутска 7 апреля. Об этом сообщает Республиканское управление физкультуры и массового спорта. Так, в пятницу с 8 утра на площади Орджоникидзе и Комсомольской площади города ко Дню здоровья будут организованы оздоровительная зарядка и мастер-класс по коуч-йоге. Также в этот день в 15:30 планируют провести лекцию на тему «Здоровое питание – залог здоровья». Она состоится в бизнес-центре Якутска на улице Кирова, 18. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо нашим коллегам. Напоследок нашего эфира зарядили нас не полезной уже информацией о том, что в мире происходит. Ну и завершился выпуск, да, у них замечательная зарядка. Я думаю, скоро снег растает, придет потепление и придет время этих зарядок. Но зачем ждать? Можно, в принципе, начинать уже как минимум готовиться к лету. Да, уже сейчас. Но тем не менее, вот мы с тобой по утрам рано просыпаемся, да, едем на работу, и с каждым днем я вижу все больше и больше спортсменов, которые выходят на пробежки. Да. Пожилые люди выходят со скандинавскими палочками, идут в сторону парка очень активненько, да. Но это не может не радовать. Или же мы просто чего-то не знаем. Но, опять же, люди катаются на велосипедах, и сейчас еще, опять же, технологии позволяют даже чуть ли не всю зиму этим заниматься. В общем, для спорта возможностей много, но, как всегда, вероятно, нас подводит какая-то абстрактная нехватка времени, вот это вот все, зачем мы маскируем нашу лень, мне кажется. Поэтому не ленитесь, выходите, занимайтесь, все. И вот себе бы это еще сказать, было бы просто замечательно. И пусть вот никакие метели, снега, вьюги, ветра не станут помехой для занятия спортом. Да, ну и к слову о метелях, снегах, давайте перед нашим завершением все-таки немножко еще повторим, какая же погода сегодня за окном нас может ожидать.
Итак, на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах сегодня составила от минус 5 до 15 градусов мороза. В заречной группе от 8 до 21. В южных 8 и 12, в Вилюйской группе до 14-16 градусов мороза. В Межделенских минус 10, минус 18, в Колымо-Дигирской группе от минус 11 до минус 17. В Янских 10 и 13 градусов мороза, на северо-западе минус 20 сегодня было в Тиксе и 31 в Оленьке. В городе же Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила минус 10 градусов, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Штиль. Днем нам сегодня снова обещают снег, ветер подует западный со скоростью 3,8 метров в секунду, а во второй половине дня порывы составят до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 4, минус 6 градусов. Что порывы ветра будут сильные, да, поэтому обязательно одевайтесь теплее все. И держитесь за столбы, чтобы не унесло. Но вообще, в целом, конечно, снег второй день нормально так собирается, я так понимаю, мести. И хочется пожелать удачи людям, которые ответственны за, не знаю, уборку своих территорий на предприятиях, может быть, там, около домовых людей, которые в частных домах живут. Это да, нелегкая битва. Как раз работа самая для них-то и началась, да? Да. А кому-то придется все выходные разгребать подходы к гаражам и так далее. Поэтому желаем вам удачи. У природы нет плохой погоды, давайте это будем помнить. Не зря же песню эту пели все-таки в конце концов. Все, мы желаем вам отличного дня, провожаем вас в новый день и увидимся завтра.